Троицко-Печорском районе Республики Коми в предгорьях Северного Урала расположен самый крупный резерват в Европе – Печора-Илочский государственный природный биосферный заповедник. Это особо охраняемая природная территория площадью 721 тысяча гектаров. Международный статус заповедника биосферный. Печора-Илочский заповедник с момента своего создания играет важнейшую роль в изучении природы края. Сегодня в штате заповедника трудится около 70 человек, в том числе научные сотрудники особо охраняемой природной территории. В нелегких полевых условиях они проводят исследования, результаты которых опубликованы в 16 томах трудов заповедника и во многих других научных изданиях. Центральная усадьба заповедника расположена в лесном поселке Якша на правом берегу Печоры. Заповедные люди из поколения в поколение здесь живут и работают, ежегодно пополняя летопись природы. Летопись – основной научный документ любого заповедника. В нее записываются события, происходящие в заповеднике за год. Сообщаются данные о животных и растениях, климате, рельефе. Дается анализ результатов наблюдения за природными процессами и явлениями. Выясняются причины и закономерности их наступления. Научный сотрудник Печора-Илочского заповедника фенолог Татьяна Тертица ежегодно ведет наблюдение за урожаем ягод. В самый пик урожая клюквы она и лаборант Оксана Шарова отправляются на Гусиное болото собирать ягоды, чтобы затем оценить урожай по 5-бальной шкале. Гусиное болото находится в боровом участке заповедника и отличается богатой флорой и торфяными залежами. Сотрудники заповедника говорят, что по дороге на болото можно встретить лесных оленей. Нам попалось только неоспоримое свидетельство их присутствия. Один из оленей потерял свой рог. Это дикий северный олень, включенный в Красную книгу Республики Коми. На участке 20 на 20 метров фенологам предстоит собрать все ягоды клюквы до единой, так называемый метод сплошного сбора. Собираем все полностью. Сухие, гнилые, единые, спелые, зеленые, все ягоды подряд. Потом в лаборатории начинаем их разбирать. Хорошие отдельно, все остальные тоже пересчитываем и записываем общее количество ягод. Затем взвешиваем хорошие ягоды и определяем хозяйственный урожай. То есть это тот урожай, который пользуется в хозяйственных целях. А затем мы складываем количество хороших ягод и плохих и определяем уже биологический урожай. То есть тот урожай, который в принципе мог бы быть, если бы были хорошие условия произрастания. С 1980 года ученые в заповеднике наблюдают за созреванием клюквы, морожки, брусники, голубики и черники. Выяснилось, что урожай во многом зависит от погоды, а погода, как известно, капризна и непредсказуема. Впрочем, в этом году Татьяна Тертица оценила созревание ягод на хорошо и отлично. Особенно уродились шиповник и рябина, а вот урожай жимолости и черемухи ниже среднего. Старший научный сотрудник заповедника, зоолог Сергей Михайлович Сокольский, в свои 80 лет продолжает изучать миграции белок. Дважды в день он ходит по лесным тропам, вдоль которых расставлены 90 ловушек для грызунов. Самое примитивное сооружение, которое наши деды применяли для промысла белки. Только вот здесь, вот вы видите, выдолблено все. И здесь может поместиться белка и даже куница. О, все, закрылось. Ближайший к Якше маршрут Сокольского длиной в 3 километра.
У пойманных белок определяют пол и возраст, медят металлическим кольцом и отпускают. Помимо белок в ловушки попадают лесные полевки, ласка, горностай, куница, соболь, бурундук и летяга. По номерам колец можно отследить передвижение всех отловленных и помеченных зверьков. Сегодня в ловушке попалась лишь одна мышка-полевка. Ушла. Проект по изучению миграции белок в Печоро-Илочском заповеднике недавно отметил 40-летие. Близ Якши последняя крупная миграция белок отмечалась в 1985 году. И вдруг начинается. Мы ловим 2, 3, в день 4, до 10 белок ловим. Что-то не то происходит. Это нахлынул поток мигрантов. Дело в том, что осторожный зверек остается жить только в безопасных местах. На вырубках в открытом месте белку быстро найдет и схватит пернатый хищник. Вблизи южных границ заповедника, по мнению Сергея Михайловича Сокольского, белок стало меньше. В верховьях Печоры, где природа по-прежнему не нарушена, миграции белок происходит примерно каждые 5 лет. И численность белок там выше. Долгое время заповедником руководил Корнелий Оттович Мигалинский. Заслуженный работник Республики Коми, почти 40 лет проработал директором Печоро-Илычского государственного заповедника. В 1960 году молодой специалист, дипломированный учитель биологии и химии, попал в заповедник по распределению из города Горького и начал свою работу как зоолог и орнитолог. Вел наблюдения за бобрами и тетеревинами. Сегодня Корнелий Оттович на заслуженном отдыхе, но продолжает участвовать в работе научно-технического совета заповедника. Хранитель всевозможных энциклопедических знаний об окружающей среде, Мигалинский уверен, общество, наконец, пришло к идее сохранности флоры и фауны планеты. Ну, сейчас мы понимаем, что делаем не очень хорошо, поскольку трансформировали окружающую природу довольно сильно, вырубили леса. А вот чтобы сохранить в естественном развитии и сохранить то природное разнообразие, которое было на этой территории, вот для этого, пожалуй, основная цель заповедника-то и есть. Молодым ученым, стоящим сегодня на страже дикой природы Севера, Корнелий Оттович советует чаще бывать в тайге и меньше времени проводить у компьютера. Заповедник, уверяет ученый, уникальное место, позволяющее в полном объеме собрать материал для научных исследований. Молодым начинать надо не с каких-то там институтов научно-исследовательских, а вот заповедников из поля. Здесь много интересного. Я вот проработал 43 года в заповеднике, но даже всю-то территорию толком не прошел. Хотя во многих, конечно, местах бывал. Для сотрудника здесь очень интересно, я считаю. Очень интересно. Сейчас тем более возможности. Это раньше можно было трудно выехать туда-сюда. Сейчас интернет позволяет связаться с коллегами и так далее. Можно работать и нужно работать в заповедниках. В Якше расположена первая в мире лосиная ферма. Она была основана как опытная в 1949 году. Тогда главной целью ее организации стало одомашнивание лося. Долгое время считалось, что лось непригоден для работы в упряжке и под седлом, поскольку совершенно не похож на лошадь. Однако специалистам лосифермы удалось доказать, что лось – идеальное вьючное и верховое животное для походов по тайге.
Считалось, что там, где не пройдет техника и даже лошадь, пройдет лось. При одомашнивании лосей важно, чтобы ручным стал каждый родившийся на ферме лось. Однако домашними лосей в прямом смысле нельзя назвать до сих пор. Как рассказывает методист Андрей Сацук, годовалый лось, отпущенный на волю, никогда не забывает своих воспитателей, но может запросто выжить в природе. Первые же вот наши контакты с ними, первые, так сказать, человеческие отношения. И если его вот так вот не взять на руки, и дней 5 пройдет, он будет ходить с нашей домашней лосихой, через неделю это уже будет просто дикарь. Его будет очень сложно снова вернуть, так сказать, человеку, как-то приручить. Он так останется диковатым, с ним практически ничего нельзя будет делать. То есть у них нет еще наследственно закрепленных каких-то генетических изменений. Это обычные животные. Новый вид домашнего животного после стольких тысячелетий уже устоявшегося культурного земледелия, скотоводства и так далее, может быть, даже и не нужен. А вот в таком вот состоянии, каком мы их как бы и содержим, используем, если его не прерывать процесс, он так и будет. Он в конце концов станет домашним. Но это опять же тысячелетия пройдут. А мы сейчас просто их используем для другой цели. Они домашние для нас, они ручные. И их можно, так сказать, показывать, их можно брать молоко, чем мы, собственно, и занимаемся. Молоко берем, используем их как животных, которые можно вот лосетерапией заниматься. Вот так погладил по шерстке, и приятно и тебе, и ему. Сегодня биология лося полностью изучена и разработана технология содержания и доения этих животных. Ферма стала одним из главных экопросветительских и туристских объектов заповедника. Заведует фермой Светлана Акатьева. Это настоящая лосиная нянька. Почти 4 десятка лет отработала на ферме. Вопреки всем научным теориям, Светлана Акатьева считает, что с каждым следующим поколением лоси все-таки становятся все более доверчивыми и покладистыми. Раньше были агрессивные, сейчас нету таких у нас. Кто вредный, кто капризный, кто вообще вот сама доброта. Это же ведь зависит еще очень много от воспитания, от человека, который с ним общается. Каждый день Светлана Владимировна ходит в этот огромный многокилометровый загон проверять и подкармливать своих подопечных. Интереснее всего на ферме в самом начале лета. В это время здесь можно увидеть дойку лосей. Последние 35 лет бессменная доярка Светлана Лызлова. Одна лосиха дает в среднем 2,5 литра молока в сутки. Попробовать этот редкий продукт предлагают и посетителям. Молоко лосих сходно по вкусу с коровьим, но более жирное и менее сладкое. Его используют в лечебном питании при заболеваниях желудка и иммунной системы. Лосят содержат в отдельном загоне и кормят из бутылочек. На ручном вскармливании в заповеднике выращено более 500 лосей. Феня. Сейчас, Феня, сейчас. Пить она так не научилась у нас путем. Река Илыч является заказником республиканского значения и одновременно естественной границей заповедника.
закон охраняет нерестилище ценных видов рыб семги и европейского хариуса. Поэтому на ее берегах расположены кордоны – пункты охраны заповедника. На них ведут круглогодичное наблюдение государственные инспекторы. Ну хорошо, спасибо. Потом сейчас на связи выйду, в гору иду. Принято. Конец связи. В задачу стражи порядка входит не только охрана территории от браконьеров. Госинспекторы несут дежурство весь пожароопасный период, участвуют в расчистке дорог и просек, ведут учет таежных зверей и птиц на постоянных маршрутах. В штате службы охраны 22 человека, а территория разделена на 4 лесничества. Огромная, труднодоступная территория девственных лесов не защищена от злого умысла или небрежности человека, как от стихии. Как правило, возгорание на заповедной территории происходит во время гроз и ударов молнии. Поэтому организация и осуществление охраны и защиты лесов от пожаров является важным и самым ответственным звеном во всей деятельности заповедника. Госинспекторы практически круглый год проживают на кордонах, поэтому хозяйство там основательное, и сами кордоны напоминают крохотные деревушки. Старший инспектор Нижнеилычского лесничества Иван Собянин 17-й год работает в заповеднике. Его сосед по кордону – гидролог Анатолий Юшков. Ежедневно он передает для метеорологов информацию о температуре и уровне воды в Илыче и уверяет, что напугавшее весь цивилизованный мир глобальное потепление сюда так и не добралось. Вечная река Илыч остается неизменно кристально чистой, холодной и полноводной. Заповедник круглый год готов принять всех, кто желает узнать нечто новое о живой природе. Эколого-просветительская деятельность в Печоро-Илычском заповеднике ведется с 1996 года. Ее организация осуществляется отделом экологического просвещения. Основная воспитательная работа проводится в Музее природы Печоро-Илычского заповедника. Официально он был открыт в 1973 году, но коллекционный материал начали собирать со дня образования заповедника. Все вот эти экспонаты, они сделаны настолько качественно, с такой любовью, а сделаны они все руками сотрудников заповедника. Основа экспозиции животных во всех естественно-научных музеях – диорамы. В музее каждая витрина – это своеобразное окошко в удивительный мир живой природы. Одно из наиболее важных направлений работы отдела экопросвещения – формирование так называемого экологического сознания у подрастающего поколения. Такой подход ученые считают наиболее верным для сохранения природы будущими поколениями. Заповедник заключил договоры с отделом образования и всеми учебными учреждениями Троицко-Печорского района. Для школьников здесь регулярно проводятся экологические праздники, организуются конкурсы и акции, воспитывающие бережное отношение к природе. Специалист отдела экологического просвещения Наталья Уланова уверена, что из детворы, живущей в Якше, наверняка вырастут гуманные взрослые. Любить природу,
наверное, надо учить в первую очередь. И именно любить свою природу, то есть к каждому относиться это твое. То есть, когда мы любим это, мы относимся к этому по-другому. Мы это не обижаем, или не трогаем, или не убиваем, или не рвем там, и еще так далее. Если это мы чувствуем, что это наш лес, что это вот Печора, именно наша Печора. Ученики местной поселковой школы – самые частые посетители заповедника. Для школьников, студентов и всех, кто хочет почувствовать мир дикой природы, в заповеднике разработана 4-километровая экологическая тропа. Особенность проекта – увлекательная форма экскурсии, рассказывающая о животном и растительном мире. Более 80 лет назад государство передало удивительное по богатству природных ресурсов место в междуречье Илыча и Печоры под охрану закона. Благодаря этому сегодня мы можем любоваться красотой и силой северной приуральской тайги, радоваться чистоте рек и тайнам древних гор. Имеем возможность изучать естественные процессы, идущие в природе без вмешательства человека. И как бы хотелось, чтобы, возвращаясь в родные края, посетители заповедных уголков в качестве невидимого дара уносили в своих сердцах желание преобразовать техногенный мир своих городов в гармоничный союз человека и природы.